В Абхазии очень важен институт репутации личного слова. Спрятаться за любой должностью в Абхазии не получается. Финалисты проекта «Команда Абхазии» прошли действительно на хорошем уровне образовательный интенсив. Как бы банально не звучало, это все-таки трамплин. Данный проект нашим конкурсантам дал возможность разогнаться, взять высоту и преодолеть все свои внутренние сомнения и действовать здесь и сейчас. До участия в проекте «Команда Абхазии» я уже 2 года как работал председателем Государственного комитета по делам молодежи и спорта. В это время мы погрузились не в бумажную работу, а в большей степени в живую, интенсивную, ежедневную работу в сфере спорта и молодежной политики. Что касается конкуренции в данном проекте, мы не смотрели на это как на соревнования, где нельзя допустить ошибку. Наоборот, вокруг тебя были самые сильные, интересные люди. Каждый участник имел возможность полагаться только на свои знания, на свои умения. И когда вокруг тебя такое количество ребят интересных, умных, ты в любом случае берешь все самое интересное, хорошее от этих людей. До конкурса я думал, если человек представляет другую сферу деятельности, то мы друг друга не поймем. Однако, если правильно, искренне, честно рассказать о проблеме и услышать собеседника, посмотреть на эту проблему с другого ракурса, то решение любого вопроса обязательно будет. В Абхазии очень важен институт репутации личного слова. У нас все-таки это прежде всего выстраивание отношений. Это не приказ или не указ, это в большей степени преподносить обществу себя такой, какой ты есть. На мой взгляд, нужно прямо смотреть в глаза и говорить очевидные, правильные вещи. Но я уверен, что спрятаться за любой должностью в Абхазии не получается. Нужно отвечать за свои действия, отвечать за свои деяния. Я бы максимально постарался в Абхазии создать именно рабочую систему социальных лифтов для нашей молодежи. Я уверен, что мы должны создать ту площадку, где интересные ребята, образованные, неординарные, в хорошем смысле этого слова, люди могут реализовать те или иные проекты на благо нашего общества. Я бы хотел, чтобы родители, когда приводят своих детей в спортивные или образовательные кружки, были уверены, что в этом есть будущее. Другими словами, это уверенность в завтрашнем дне. Не стремитесь занимать какую-либо должность, станьте теми, без чьих компетенций эти должности не имеют смысла. Отвечая за очень важную, на мой взгляд, государственную сферу, это сфера спорта и молодежной политики, мне бы хотелось бы через 5 лет, встретив подрастающее поколение, встретить их не в каком-либо кабинете, а на площадках спортивных, творческих, там, где ребята действительно имеют возможность реализовать себя, реализовать проекты во благо нашего общества, чтобы молодежь нашей страны понимала, что они нужны обществу. И самое важное, говоря о спорте, о молодежной политике, конечно же, хочется через какое-то время, чтобы спорт был в каждом из нас, чтобы спорт был модным в нашей стране. Я искренне хочу сказать слова благодарности Бадре Зурабовичу Гумба за предоставленную возможность быть руководителем первого очень важного государственного управленческого конкурса
команда Абхазии. Хочу сказать слова благодарности нашим коллегам, которые уже стали нам близкими людьми. Это президентская платформа «Россия – страна возможностей», в частности, в лице Андрея Анатольевича Бетину. Огромное спасибо, большой привет всем людям, которые внесли свой вклад в данное событие. И, конечно же, участникам, финалистам, победителям огромное спасибо. Именно вы сделали этот проект, какой он должен быть. Вы прекрасно знаете, некоторые из них уже являются руководителями министерств и ведомств. Я уверен, что и многие другие сегодня готовы на себя взять большую ответственность в становлении нашего государства.